Кыргызстане в общей сложности насчитывается 589 тысяч пенсионеров. Если из них более 100 тысяч – это пенсионеры по инвалидности, то 50 тысяч – это пенсионеры по потере кормильца. Остальные 400 тысяч – это люди пенсионного возраста. Ежегодно на пенсионные выплаты социальный фонд выделяет более 3 миллиардов сомов. 76-летняя Кайрапа ежемесячно получает на руки 4750 сомов. В октябре после повышения ее пенсия поднялась до 5000, но этих средств на расходы пожилой женщины не хватает. Пенсия моя, оказывается, повысилась. Вчера только на руки получила. Этих денег, естественно, не хватает. Надеюсь, что вышестоящие люди понимают эту ситуацию и примут какие-либо меры. Таким образом, в результате повышения пенсионных выплат этой осенью средняя пенсия в Кыргызстане достигла 4600 сомов. По информации предусмотрены надбавки для пенсионеров, которые имеют особые заслуги перед государством, а также пожилым людям, живущим в высокогорных районах. Пенсионные привилегии предоставляются также судьям. Пенсионеры, работавшие в судебной системе, сегодня получают от 20 до 30 тысяч сомов. Начиная с 22 января 2010 года судьям устанавливаются надбавки согласно Конституционного закона о статусе судей Кыргызской Республики. Им согласно 33 статье устанавливается в зависимости от стажа надбавка в размере от 1,5 до 2-кратной пенсии к назначенной пенсии. То есть, если вы, у нас на учете состоит 87 судей, средний размер их пенсии больше 26 тысяч, а средний размер надбавки 14 642 сомов. Для создания справедливых условий для участников государственного пенсионного социального страхования в правительстве потребовали пересмотреть назначение надбавок пенсиям судей, а также внести некоторые изменения в законодательство. У нас в системе существует такая система, как надбавки, которые выплачиваются из республиканского бюджета. И эта система надбавок, на наш взгляд, не является справедливой. И поэтому правительство через соцфонд сейчас вносит изменения в законодательство для того, чтобы убрать надбавки для судей и для персональных пенсионеров. Почему? Потому что для судей надбавка превышает 14 тысяч сомов добавок к базовой пенсии, а если мы сравним инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, матерей-героинь и другие категории населения, то у них надбавки в среднем 570 сомов. То есть справедливой системы нет, и поэтому мы хотим убрать эти надбавки для того, чтобы привести систему в единое русло. Стоит отметить, что в случае, если Джогорку Кенеш поддержит данную инициативу, то изменения не коснутся нынешних пенсионеров. В части тех, кто уже получал эти надбавки, им изменений не будут. У нас есть закон о нормативно-правовых актах, который предусматривает, что новые действия закона не предусматриваются на отношения, которые были возникнуты до введения этого закона. То есть те 87 судей или 2631 пенсионеров за особые заслуги, они как получали свои надбавки, они так и будут получать вместе с пенсией. Это изменения будут касаться новых пенсионеров. Сэкономленные средства будут направлены на увеличение базовой части выплат пенсионерам с низкой пенсией. Гульнур Абдыканова, Асхат Джанузаков, Телек Нуркулов, ЛТР.